Повлияют ли санкции против России на страны Центральной Азии? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что пообещало мировое сообщество Таджикистану. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. 27 мая завершилось турне по Центральной Азии помощника госсекретаря США Дональда Лу. За рабочую неделю он успел посетить все страны региона, кроме Туркменистана. И в каждой столице американскому дипломату нашлось чем поддержать местные власти. В основном заявления господина Лу касались антироссийских санкций. Он обещал центральноазиатским партнерам, что эти ограничительные меры не нанесут им какого-либо косвенного вреда. Дональд Лу посетил 4 из 5 стран Центральной Азии. Турне заняло 5 дней с 23 по 27 мая. И американская делегация была весьма представительной. Как сообщалось в Госдепартаменте США, Дональда Лу сопровождали директор Совета национальной безопасности по России и Центральной Азии Эрик Грин, заместитель помощника министра обороны США по Афганистану, Пакистану и Центральной Азии Ребекка Циммерман, заместитель помощника администратора Бюро по Азии Агентства США по международному развитию Анжелика Ур и заместитель руководителя аппарата Международной корпорации финансирования развития США по вопросам политики Наз Эль-Хатиб. Посещая одну столицу за другой, американский дипломат пытался заверить своих партнеров из Центральной Азии. Вашингтон вовсе не заинтересован в том, чтобы даже самые близкие союзники Москвы пострадали от антироссийских санкций. Первой точкой турне стала страна, которую называют равноудаленной от России и США – Узбекистан. Мы обсудили региональную безопасность, в том числе наши усилия по обеспечению того, чтобы санкции, введенные против России, не оказали негативного влияния на планы развития Узбекистана, сообщили в посольстве США в Ташкенте после визита господина Лу. В свою очередь, МИД Узбекистана заявил, что в ходе встречи американского дипломата с исполняющим обязанности министра иностранных дел Владимиром Наровым была утверждена приверженность Узбекистана и Соединенных Штатов к продолжению сотрудничества в рамках формата T5+1 в целях достижения конкретных результатов в сферах инфраструктуры, энергетики, транспорта, охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата. Не секрет, что обеспокоенность из-за возможного воздействия антироссийских санкций на и без того не слишком стабильную национальную экономику есть и в Бишкеке. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прямо говорил об этом на недавнем саммите Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ в Москве. Напомним, что из числа стран Центральной Азии туда входят Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан. Правда, в пресс-релизе по итогам визита американского дипломата были упомянуты и другие темы. Рассмотрены вопросы минимизации негативного влияния международных санкций на экономику Кыргызстана, а также необходимость активизации содействия в сфере укрепления приграничной безопасности, сообщили в МИД страны. Стоит отметить, что до мая прошлого года Дональд Лу был послом США в Бишкеке, и, видимо, поэтому в этой стране его приняли на самом высоком уровне, президентском. Дональд Лу встречался с президентом Жапаровым, но из-за сверхчувствительной международной ситуации пресс-релиз об этом не публиковали, сказал источник в правительстве Кыргызстана. Что же касается темы приграничной безопасности Кыргызстана, то в этой связи собеседник сказал: американцы как мантру повторяют, что поддерживают нашу безопасность и заинтересованы, чтобы мы состоялись как государство. Страны Центральной Азии долго получали американскую технику на десятки миллионов долларов. Именно в нашей стране это сотрудничество почти сошло на нет. Но я уверен, что хотя бы 5-6 пикапов для наших пограничников они поставят. Как вы относитесь к такому отношению США и других стран Центральной Азии? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А как говорится в сообщении посольства США в Душанбе, вопросы безопасности наряду с вопросами экономики поднимались и в этом городе. Что неудивительно, ведь именно Таджикистан имеет самую длинную и наименее защищенную границу с Афганистаном, на которой нередко бывают столкновения. Кроме того, господин Лу уделил внимание гуманитарным вопросам. Например, как сообщила американская дипмиссия на своей странице в Твиттер, он посетил центр для афганских беженцев в Багдаде, который существует при поддержке США. Визит господина Лу в Казахстан был завершающим в турне и был похож на предыдущие, но там к обсуждаемым вопросам добавились еще и реформы, которые проходят в стране после январских протестов. Их символическим финалом должен стать конституционный референдум, назначенный на 5 июня. В публичном поле описание диалога между США и Казахстаном ограничивается международными и малосодержательными фразами, отметил в беседе профессор Казахстанско-немецкого университета в Алматы Рустам Бурнашев. Тем не менее, мне представляется, что Казахстан заинтересован в том, чтобы на него не оказывалось давление, направленного на трансформацию его многовекторной политики. Иначе говоря, Казахстан заинтересован, чтобы как минимум уровень его сотрудничества с ключевыми партнерами Китаем, Россией, США, странами Европы и Центральной Азии не снизился. В рамках программы «Максимум Казахстан»
Казахстан заинтересован в поддержке со стороны ключевых партнеров в релокации на его территорию компаний и их представительств, которые прекратили или приостановили свою деятельность на территории России. По мнению постоянно живущего в США узбекского политолога Рафаэля Саттарова, основная цель визита Дональда Лу в страны Центральной Азии – это информирование об изменении подхода администрации президента США Джо Байдена к формату C5+1. США хотели бы, чтобы эта платформа более ясно выражала свою позицию по актуальным темпам международной безопасности и превратилась в более действенный орган, считает эксперт. Кроме того, как отмечает господин Саттаров, американцы пытаются донести до стран региона мысль о красных линиях по поводу России. Например, властям этих стран объясняют, что вторичные санкции не ударят по ним лишь в том случае, если они не будут слишком активно помогать России обходить ограничения. Кроме того, собеседник добавляет, США не забывают, что у них есть и другие геополитические оппоненты. В свете роста американско-китайской стратегической конфронтации Вашингтон явно пытается сдержать государства региона от слишком сильных связей с Китаем, приобретения его технологий и услуг в кибербезопасности, поясняет свою мысль Рафаэль Саттаров. В свою очередь, по мнению главы информационно-аналитического центра МГУ Дарьи Чижовой, в турне столь представительной делегации из США по странам Центральной Азии – это продолжение тенденций, которые мы видим с 24 февраля, когда Россия начала военную операцию в Украине. До этого мы видели визит заместителя госсекретаря, видели встречу в формате C5+1, напомнила эксперт. Это действительно вызвано тем, что именно участие стран Центральной Азии может сделать санкционное давление на Россию не такими масштабными. При этом на вопрос, почему Дональд Лу не включил в свое турне пятую страну Центральной Азии, Туркменистан, где к тому же недавно прошел транзит власти от Гурбангулы Бердымухамедова к его сыну Сердару, собеседники ответили по-разному. Рафаэль Саттаров полагает, что ситуацию там американцы и так прекрасно представляют, считая происшедшие изменения в стране лишь косметическими. А Дарья Чижова полагает, что причина отказа от визита в Ашхабад – это его ориентированность на Китай. На фоне нынешней напряженности между Вашингтоном и Пекином визит американского дипломата в Туркменистан был бы воспринят Пекином как вызов, а в Белом доме такое впечатление вызывать не хотят, полагает она. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, что происходит на самом деле? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!